Нестандартное меню предложили бойцам 5-й железнодорожной Познанской краснознаменной бригады, которая базируется в Хакасии. Один день их кормили исключительно блюдами чувашской кухни. Наша коллега с ГТРК «Хакасия» Наталья Гармашова выяснила, с чем связаны такие изменения в солдатском меню. С музыки, песен и танцев начался сегодняшний обед для этих военнослужащих. Так и аппетит быстрее разыграется, хотя желание продегустировать все эти блюда и без музыки велико, уж настолько все аппетитно выглядит. Меню сегодня необычное – кухня чувашская. Суп с галушками, суп с клёцкой. Второе блюдо с ягодой у нас мясо, тушеная говядина с брусникой. Мясо, курица по-чувашски, особенно, что она жарится, как курица, но с луком пережаривается. Плюс к этому каждый военнослужащий может разнообразить свой обед нарезкой из овощей, кабачковой икрой или соусом. Я вот, например, суп тоже такой пробовал до этого. Это тоже очень вкусно. Не мешает музыка? Никак нет, наоборот, очень приятно. Вот я первый раз пробовал, мне понравилось. Очень вкусно. А что именно вы понравилось? Здесь и обычно очень вкусно кормят. Ну и чувашская кухня тоже вкусная. Для Владимира Сидорова сегодняшний обед будто связующая нить с родственниками. Родители чуваши. Национальные традиции в семье свято чтят. Бабушка вот у меня чувашка, она тоже все посты соблюдает. Бабушка у меня постоянно в печке готовит. Суп, кашу, вот это все. Просто настругает и закинет туда. Помимо национальной кухни, военнослужащие за полчаса, отведенного на обед, успели оценить и небольшую тематическую выставку творческих работ. Ее подготовили представители чувашской диаспоры в Хакасии. А уже весной бойцов ждет знакомство с традициями хакасов и тувинцев, в том числе и национальной кухней. В минувшем же году армейские повара подчивали бойцов кулинарными шедеврами таджикской, узбекской и, конечно, традиционной русской кулинарии. Наталья Гармашова, Антон Новожилов, Вести, Хакасия.